Здравствуйте, я являюсь жителем Нижней Аларчи, проживаю там с 2000 года, и меня зовут Нурлан Джумабеков. Я пришел вот с такой проблемой. В нашем селе последние вот эти 4 года, 5 лет к власти, каким образом, не знаю, но к власти пришел Алиев Эрнис. Вместе со своим соратником, или так можно сказать, Шакиру Русланом. Он является замглавой, а Алиев Эрнис является головой. Вот эти вот 4 года вообще бездействовал. Вот. Вроде бы до него у нас было заасфальтированы улицы, были заасфальтированы, остановки новые поставили. И вроде жизнь налаживалась, детскую площадку, вот молодежь, есть там у нас в Нижней Алаче есть молодежь, которая построила эту детскую площадку. И во время правления вот этого Эрнеста 4 года мы просто терпели, ну уже всему есть предел, мы не можем уже терпеть, и поэтому хотел я рассказать вам, что 4 года он ничего не делал, не только ничего не сделал, он даже не поддержал именно то, что было сделано до него. Допустим, эти же остановки, они у нас сейчас все кривые, вот ржавые, не покрашены, детская площадка в ужасном состоянии. Мы неоднократно обращались, я вот в счетную палату я писал, чтобы приехали, проверили. Они приезжают, я не знаю каким образом, что он там подмазывает им или что делает. Они уезжают. Ну, когда счетная палата приехала, я спросил, у нас есть такой канал, дренаж. Я живу по улице Коллекторной, и этот канал находится по улице Коллекторной, проходит. И было затрачено, оказывается, на очистку этого канала 750 тысяч сомов было. Но я вам с уверенностью говорю, и любого жителя нашей Нижней Аларчи можете спросить, кто живет по этой улице. Этот канал не чистился, ну, лет 5 точно. Ну вот, может быть, 5 лет тому назад чистился этот канал. А счетная палата пришла, там водопровод у нас проводили, где-то больше километра было прокопано и так далее. А счетная палата тут почему-то прочитала, и написано здесь, вот мне ответ пришел со счетной палаты, что там 93 метра, и там нецелесообразно, и всего лишь 36 500 сомов они должны вернуть в бюджет, оказывается, неправильно они что-то там сделали. Также, допустим, канализацию у нас прокопали, по 2 улицам прокопали канализацию у нас, но обещали, что после того, как прокопают, они обратно все выровнят, все сделают, дорогу, все красиво сделают. Но состояние улиц у нас ужасное. Вот как выкопали, экскаватор выкопал, закопал эту канализацию, вот в этом состоянии. Да, даже они не потрудились просто-напросто грейдером выровнять. Вот сейчас начнутся дожди, там будет грязь, там дети, я не знаю, как там будут ходить. Он, допустим, 4 года просидел, собрал себе команду, и он продвинул таких депутатов, именно своих, потому что главу выбирают депутаты. И в нашем селе 21 депутат. Из них 16 голосов проголосовали за него, 5 голосов проголосовали против. Но это понятно, почему они так проголосовали. Потому что он их продвинул. И когда он их продвигал, когда были выборы, я писал в ЦИК, я туда писал, мне ЦИК отвечает, что ЦИК это не проверяющий орган, они не имеют права проверить. Ну, не только я писал, и другие жители тоже писали, подписались под моей жалобой. Я вот, когда писал, около 150 человек подписи собрал и потом только давал. ЦИК, я выступал в ЦИКе, там полностью в ЦИКе выступал, там в ЦИКе сказали, что они не проверяющий орган, они не имеют права проверить прописку. У нас есть такие депутаты, которые, во-первых, не проживают там, во-вторых, если прописаны, то они прописаны там у нас в банях. Мне ответ пришел, я написал когда запрос, ответ пришел с ГРС, что в бане не имеет права человек прописываться. Каким образом эта прописка была, непонятно.
Они передали, ГРС передала в милицию. Аламединское РОВД с 6 мая вот этого года, 6 мая ведет расследование, хотя ГРС предоставил все документы и все предоставил, что не имеет права этот человек быть прописан там. Значит, его паспорт фальшивый. Таким депутатом у нас является Нурбек-Улу Данияр. Вот сейчас я прихожу к следователю и говорю, что там, как наше мое заявление рассматривается. Он говорит, ну вот мы типа завели уголовное дело, как он со его слов, и все. Это с 6 мая, никаких результатов. А этот депутат, который, они сейчас там принимают какие-то законы, они его выбрали, вот он своих депутатов, да, вот выбрал. У нас освещения, вот, нету, не то что света у нас нету освещения. По центральной дороге, если вы заедете в Нижнюю Аларчу, темно. Единственное, что горит, это, допустим, магазины, которые там есть, вот такое только горит, и все, больше ничего там нету. Остановки у нас вообще в ужасном состоянии. У нас состояние даже нашего, именно администрации нашей, даже на администрации у нас лампочки не горят. Не то, конечно, я не говорю уже о тех улицах, которые внутри, не центральная улица Киргизская, а внутри которые улицы, там вообще ужасное состояние, там кто как хочет, так и строится, короче, и все. Вот, я не знаю, они вот там осушили вот этот, у нас болотистое место было, там земли продали, а кому он дал? Продали они земли некоторые. Некоторые земли получили наши депутаты, именно которых он продвинул. И теперь он раздает там разные эти должности, раздает, налоговиков должность раздает, обещает там туда-сюда. У нас состояние, допустим, как въезжаете в нашу Нижнюю Аларчу, там идет стихийная продажа угля у нас. Но там вообще страшно. Когда я обратился к главе и сказал, вы почему не можете сделать? Они мне заявляют, что это они осуществляют продажу у себя дома, во дворе. Ну как, ну я понимаю, дома ладно, но неужели ихний забор стоит на тротуаре возле центральной улицы? Ну так не может быть. Насколько я знаю, по закону от центра дороги 15 метров должны отступать, и потом что-то можно там построить, магазин или так далее. А ихние заборы, вот этих, которые уголь продают, прямо на тротуаре, и они продают на тротуаре. Это постоянно, представляете, сеют они этот просил, это пыль вся эта летит. Заезжаешь, если там окна, будешь проезжать мимо, не закроешь окна, все, вся пыль в машину идет. Потом еще, что хочу сказать. Освещение на улицах. Я вот написал обращение к Акиму Аламединского района. Он нас принял. Когда вот к нему я написал вот это вот обращение, все это в этом году. Все в этом году, да, все это в этом году было. Я написал к нему, вот, они мне ответ дали 12/07. Но ответ дал его первый заместитель главы этого Акима, Касымбеков дал. Он дал ответ. И тут вот в ответе, допустим, я вот, вообще Аким, он сказал, говорит, он дал ему 2 месяца сроку, чтобы он все эти вот недостатки исправил, да, освещение, вот это все сделал. Но я не знаю, может быть, если бы он был жив и можно было. Но я вчера пошел именно Касымбекову, кто мне именно дал ответ, который я писал в Аламединский акимиат. И вчера Касымбеков, не знаю, он пообещал мне, что на следующей неделе, вот с понедельника начиная, вроде бы выездная рабочая группа. Но я ему тоже сказал, Касымбекову, я говорю, вы почему, вот что за ответ вы даете мне, говорю. Вот они тут пишут, я им вот задал вопрос насчет угля, и они мне вот такой ответ дают. Согласно информации главы, говорит он, вот они тут пишут, уголь продают только на своих участках. Ну, естественно, глава Алиев, да, естественно, он их, наверное, видать, крышует вот этих. Они ему что-то платят, наверное. Поэтому он молчит и ничего не говорит. Но я написал в акимиат,
Я ему сказал, Касымбекову, я же вам написал, чтобы вы проверили, что вот такое. А вы мне, говорю, даете ответ согласно информации главы. Ну, вы что, по телефону у него спросили, сказал я. Ну, на что он промолчал, ничего не смог ответить. Потом тут пишет, вот еще один, допустим, насчет освещения, когда писал, вот все это было, они мне ответ дают. Согласно информации главы, они обратно пишут. Ну, глава, естественно, будет себя прикрывать. Ну, я вчера вот уже сказал ему, это не ответ, это просто отписка ваша. И я сказал, я говорю, вы пошлите туда, создайте рабочую группу по моему заявлению, пошлите туда, пускай они меня позовут, и я им все покажу. Пускай проверят у этих, кто уголь продает, это предпринимательская деятельность, они должны вообще-то оплачивать патент, насколько я знаю. Ну, давайте проверим патент, сдвинем эти заборы немножко внутрь, пускай они у себя дома продают, а они же прям на дороге это все продажа идет. Ну и вот, я не знаю, больше вот уже, теперь я вот написал кабинет министров, а кабинет министров обратно отписал в нашу Чуйскую обладминистрацию. Вот насколько вот мне вчера пришел ответ, что мы передали в Чуйскую обладминистрацию. Чуйская обладминистрация обратно передала ему вот этому акиму. Ну вот этот вот круговорот уже действительно надоел. И я хотел бы обратиться Садыр Нурходжоевичу Джапарову и Хамчебек Кадышаевичу. Уважаемый Садыр Нурходжоевич, Хамчебек Кадышаевич, просим обратить, да, мы село, конечно, мы село, может вам не до села, но все-таки мы надеемся и думаю, что вы обратите внимание и будет создана какая-то комиссия, чтобы остановить это бесчинство, этот беспредел в нашей Нижней Аларче. Спасибо большое заранее. Добрый день, я являюсь жителем села Нижняя Аларча. Меня зовут Шевченко Сергей. У нас вот такая проблема получилась в Нижней Аларче. У нас был дом Логвиненко 144, муниципальной в собственности нашей. В этом доме проживали у нас рабочие, которые предоставляли ему жилье, чтобы не арендовать. Вот, он в этом муниципальном жилье жил. Потом пришло время, пришел этот Руслан, зам наш, главы, и, наверное, приняли решение выселить этого рабочего с этого дома муниципального и завладеть этим домом. Вот. Завладеть этим домом. Завладели этим домом, получается, на сессии был поднят вопрос, чтобы передать ему в частную собственность. Но разговор был, что придет оценщик, оценит, сколько он стоит, и после этого начнется какая-то процедура. Но, тем не менее, они пошли путем. Сделали ему такую оценку, передать безвозмездно дом. Этот дом примерно сейчас даже по скромным стоит в районе, наверное, 25 тысяч долларов. Ну, там не дом, участок, старенький дом был. Вот. Тот парень, который до него там жил, рабочий, он его восстанавливали, потом они у него его как бы приватизировали. И они вот сделали, как слепили документы, по-другому нельзя назвать. И получается, этот дом глава наш передал этому своему заму. За какие заслуги? Вот хотелось бы узнать. Хотелось бы обратиться в наши компетентные органы, чтобы действительно разобраться с этим вопросом, что это за подарок, какие подарки такие делать. Мы людям не можем лишние 500 сомов в помощь выделить, а здесь, пожалуйста, дом. Хотя у нас в Нижней Аларче там, по-моему, за 200 стоит очередь людей, которые нуждаются в жилье. Как они обошли эту очередь, это тоже вопрос. Хотелось бы узнать. Поэтому я бы тоже хотел бы обратиться к нашему президенту, чтобы действительно в этом вопросе разобраться, решить, и чтобы восторжествовала справедливость. И те люди, которые будут приходить работать, допустим, в Нижней Аларча, не имея жилья, чтобы они могли пользоваться этим муниципальным
жильем. До этого дом был оформлен, там старая бабушка жила после ее смерти, наверное, 19-й, 17-й, 16-й год. 16-й год, где-то вот так, да, 2016. У нас наша, получается, бывшая та администрация судилась, отсудили, все передали в муниципальную собственность, чтобы у нас было, принято было решение, переоформили, все сделали, и стало у нас как бы жилье, потому что была такая, да, у нас во многих селах есть такое, где-то местная власть строит жилье, и рабочие приходят и там живут, чтобы как бы не арендовать нигде. И выделять жилье. И получается, мы только этот дом сделали в муниципальную собственность. Сейчас там живет Шакир Улу Руслан, зам главы. Поэтому вот такая сейчас у нас проблема.